Как его спустить? Технический прогресс идет вперед, и важно, чтобы специалисты тоже соответствовали современным требованиям. Исключением не стали кадры энергоблока. Повысить квалификацию и освоить новые профессиональные навыки электрики, энергетики и другие специалисты энергетической отрасли теперь могут здесь. Для этого в учебном центре НЭСК имеются все условия для полноценного обучения. До этого работал электриком, но я и учился на электрике. Но для себя я хотел, чтобы повысить. Но вы как знаете, электричество не все изучено. Мы изучаем. Я хочу, чтобы я знал все больше и больше. Имеется, конечно, вот спасательные работы, как с людьми работать, верхолазные работы на линии, предохранительки, ТП. Много видов, которых я еще видел, но не делал руками. Глазами видел, но руками еще не делал. Вот мне много она влияет на меня, на мою способность, и добавляет она. В горах, в ущелье. Все, вперед! Переподготовка включает как теоретические занятия, так и практику. Для практической части имеются специально оборудованные полигоны, где можно отработать навыки в условиях, приближенных к реальным. К примеру, такие как эвакуация пострадавшего с высоты. Вниз. Аккуратно спускаем и приступаем к искусственному дыханию. 2 вдоха, 15 нажатий. 2 вдоха, 15 нажатий. Задача не просто снять застрявшего с высоты, а также оказать ему первую медицинскую помощь. Продолжаем искусственное дыхание. 2 вдоха, 15 нажатий. В учебном центре преподаватели делают акцент больше на практике, поскольку хорошему специалисту недостаточно знать одну только теорию, пусть и на отлично. В аудиториях имеются реальные элементы подстанций, высоковольтного оборудования и трансформаторов. Это позволяет энергетикам без риска отработать даже самые сложные задачи. Заземлитель отключен, блокировка сейчас должна разрешать его включить. Здесь занимаются у нас электрослесари, электромонтеры. Электромонтеры, значит, ОВБ, распред сетей, диспетчера, в общем, оперативный персонал. Здесь вот линейка представлена вакуумных выключателей разных фирм, изготовителей. Это вот VR-марки выключатель. Как раз, значит, разрез имеется, показывается вакуумная камера, как контакты, на какое расстояние расходятся. Это выключатель ЧИНТ предоставили в СТ-7. Здесь, значит, выключатели, значит, российского производства, электромагнитным приводом с пружинным. В центре готовят не только электриков, электромонтеров, но и автокрановщиков, машинистов, экскаваторщиков и не только. К примеру, для будущих крановщиков в аудитории обустроена специальная кабина автокрана. Это позволяет студентам не просто понимать, а действительно осваивать профессию на деле. Мы здесь готовим в основном специалистов, крановщиков, автомобильных кранов, мостовых, башенных, кранов, манипуляторов и экскаваторщиков, и погрузчиков. Все курсанты здесь обучаются, проходят в соответствии с программой, обучаются здесь. Потом мы отправляем их на предприятия, организации, на практику, направляем. У нас много организаций, которые имеют свою технику. И после двухнедельной практики, они возвращаются и сдают экзамен с участием госинспекции. Здесь также можно получить профессию автогазосварщика. Спустя 200 часов обучения студенты становятся мастерами сварочных работ. В данный момент у нас проводятся практические занятия. Вот сейчас ребята обучаются, что как сваривать металл к металлу. Разные шовы бывают, стыковочные, угловые, нафлёт, тавровые. Это будет все в процессе практики обучаться. Удобно ли? Полусогнутый болуш керек, колунду рулдан кичине. Ана күскүлөрдү карайсың. Помимо этого, в учебном центре НЭСК также можно получить водительское удостоверение. Имеется автошкола, где обучают категориям Б и БЦ. Туннелден өткөндөн кийин уже светлое время суток болсо өчүрүп кое беребиз, э? Все. Өчүрүп кое беребиз, дальше кете беребиз. Б категория обучается 2,5 месяца, БЦ 3,5 месяца. Контракт Б 10,5, БЦ 12,5. У нас автошкола. Все здесь есть, территория,
У нас самое главное полигон есть, все оснащенное. ПДД класс, все оснащенные светофоры, таблички, все есть. И обучаем, да, хорошо обучаем. Ну, не буду хвастаться, но у нас обучается 20 человек по 10. Самый низкий проход в УНА – это 50%. А так было, ну, по 20 человек, мы с первого раза они выходили. Таким образом, в учебном центре и повышают квалификацию и готовят новых специалистов энергоблока. С 16 лет граждане могут посещать курсы этого центра и обучиться новой профессии. Документы выдаются здесь сразу. У нас разного образца, в зависимости от стажа работы. Есть удостоверения, есть сертификаты, есть свидетельства. Вот новая подготовка, они получают, например, свидетельство об обучении. Здесь мы, значит, электросварщиков обучаем. Очень много частных лиц, частные лица, физические лица приходят именно на эти курсы. В среднем наименьшая цена где-то в пределах 6 тысяч на сегодняшний день. А самая высокая цена у нас 12,5 тысяч. Это 3,5-месячные курсы. У учебного центра также имеется свое общежитие со всеми условиями. Это очень удобно для студентов из регионов. Они живут и обучаются в одном месте. Сейчас здесь живут электрики из Баткена, которые проходят повышение квалификации. Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.